Майя Ивановна, доброго дня и здравия. Здравствуйте. Сегодня 28 августа, день Успенской Богоматери. 22 октября 2023 года, в день белых журавлей, исполнилось бы 100 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны Чисталевой. Прасковья Ивановна была частым гостем в Сыктывкарском университете, и вы устраивали различные мероприятия, где во главу угла была поставлено ее творчество, ее стихи. Будьте добры, вспомните, пожалуйста, я инициирую сетевой проект. Какие бы слова воспоминаний вы могли бы адресовать в адрес Прасковьи Ивановны? Прасковья Ивановна всегда в моем сердце. Вот только вчера, 27 августа 2023 года, закончился международный фестиваль времен «Связующая нить». Он проходил 4 дня, и все 4 дня шли дожди. Прасковья Ивановна очень любила это состояние природы, и я ее постоянно вспоминала и говорила, значит, Прасковья Ивановна довольна тем, как проходит вот это замечательное мероприятие, она нас благословляет. И, конечно, Прасковье Ивановне невозможно было эти дни не вспомнить, потому что мы работали в Вильгарте, где Прасковья Ивановна, Прометей Ионович, ее муж, известный композитор, преподавали в школе. Теперь это вот музей истории культуры Сокольнинского района. Мы практически целый день провели в поселке Нювчим. Именно там родился композитор Прометей Чисталев. В этом доме сегодня находится музей. Именно Прасковья Ивановна инициировала создание этого музея и привлекла к этому меня. Я очень рада, что музей жив, что он действует, что он привлекает большое внимание посетителей, тех, кто приезжает к Нювчим, даже специально, чтобы побывать в этом музее. Потому что имя и Прасковьи Ивановны, и Прометея Ионовича, оно сегодня широко известно интеллигенции, русской и зарубежной интеллигенции. Еще один день у нас прошел в селе Иб, где Прасковья Ивановна тоже бывала. И еще один день, он не заключительный, он второй, проходил по традиции, конечно, в столице нашей республики, в Сыктывкаре. И вот такой масштабный проект, он был организован совместно с Владимиром Николаевичем Муравьевым, это нынешний директор Вильгартского музея, человек, который неравнодушен к истории нашей культуры, очень бережно относится к памяти о людях, которые имеют отношение, в частности, в первую очередь, к Вильгартскому музею, к этому зданию, к этому селу, к этому району. И поэтому с ним было очень неприятно работать. Что касается Прасковьи Ивановны, то, конечно, мое сотрудничество с ней длилось долгие годы. И мы с ней познакомились в 1995 году. То есть не познакомились, а подружились уже в 1995 году, потому что о Прасковье Ивановне я знала и раньше. Безусловно, Прометей Ионович, конечно же, тоже знала хорошо. Слышала его произведения, песни, музыкальный спектакль. И, конечно, вот то, что она приняла активное участие в нашем музее истории просвещения Коми края по подготовке к юбилею Победы в 1995 году, это нас
с ней очень объединило. Удивительно то, что, будучи 25 лет замужем за композитором Прометеем Илларионовичем Чисталевым, она никогда не писала стихи. Я говорила: Прасковья Ивановна, какие бы возникли замечательные песни. Ну, она говорит: я писала стихи, но тогда я никому не показывала. А ведь после того, как Прометея Илларионовича не стало, она очень бережно сохраняла его память. Она пропагандировала его творчество. Она все сделала для того, чтобы на здании училища искусств, прежде это музыкальное училище, в котором Прометей Илларионович был и директором, и преподавателем, и даже студентом по классу баяна, появилась мемориальная доска. Она очень много сделала по приведению в порядок, по поддержке памятника Прометея Илларионовича Чисталева на центральном кладбище. И вообще всегда рассказывала на своих встречах об этом замечательном человеке. Ведь благодаря во многом именно Прасковье Ивановне он состоялся как композитор и как ученый. В 1952 году она настояла на том, будучи, проживая в Сыктывдинском районе, чтобы он отправил свои музыкальные произведения на закрытый конкурс Сыктывкар. И когда вскрыли этот конверт, выяснили, что композитор является самодеятельным, что он живет в поселке Нювчим, но его песня заняла ведь первое место. Прометея Илларионовича пригласили в Сыктывкар, и здесь он стал и учиться, и работать, и Прасковья Ивановна даже преподавала в этом музыкальном училище. Позднее, когда она заметила интерес Прометея Илларионовича к собирательской, фольклорной деятельности, она настояла на том, чтобы он защитил кандидатскую диссертацию. Более того, она даже для него писала конспекты по философии, готовила его к экзаменам по немецкому языку. И, конечно, то, что он стал кандидатом искусствоведения, а таких композиторов у нас только двое, Александр Осипов и Прометей Чисталев в нашей республике, то, конечно, прежде всего это заслуга Прасковьи Ивановны. Она была удивительным человеком. Удивительно то, что, прожив свыше 90 лет, она великолепно слышала. К ней часто, как к пожилому человеку, обращались громко. Тогда она закрывала свои уши и говорила: не надо, не надо, я все хорошо слышу. У нее был тонкий музыкальный слух. Она очень любила музыку. Конечно, не только Прометея Илларионовича, она любила классику. Ведь они познакомились во время Великой Отечественной войны. Они служили в одном полку, и она вдруг услышала звуки музыки, звуки баяна. Она решила послушать, кто же играет. И это продолжалось несколько дней. Он ее заметил и сказал: заходите и слушайте. Вот так состоялась их встреча, которая продлилась практически всю жизнь. Ведь после того, как они расстались, прожив вместе 25 лет, они продолжали все равно встречаться, общаться. Он с ней советовался по важным вопросам. У них родился замечательный сын Леня Чисталев, который стал доктором. Он окончил Куйбышевский медицинский институт, какое-то время работал на Чукотке под руководством Романа Абрамовича, своего друга. И, конечно, вот тоже был Леня неординарным человеком. Вот, будучи врачом, он защитил кандидатскую диссертацию по философии. То есть наука его также увлекла, как она увлекала и Прометея Илларионовича Чисталева, который открыл и собрал более 30 музыкальных инструментов народоклона. Оба внесли значительный вклад в развитие научных исследований не только нашей республики, но и страны, потому что это интересно было широкому кругу специалистов, исследователей, краеведов, и это продолжает жить.
Прасковья Ивановна очень часто бывала у нас в Музее истории просвещения Коми-края на шаляпинских вечерах. И дело в том, что это общество было создано в 1995 году, и она неизменно каждый раз, а они проходили у нас довольно часто, в несколько раз в месяц, неизменно она являлась слушательницей. Она, когда слушала музыку, она плакала, часто плакала. Ну, не каждый раз, конечно. Я говорю: Прасковья Ивановна, вы же так любите музыку. Такая красивая звучит музыка. Она говорит: поэтому я от счастья плачу, что у меня есть возможность слушать вот эту замечательную музыку. Она была очень тонким, очень интеллигентным человеком. И, конечно, память о ней, она навсегда останется в моем сердце. Благодарю, уважаемая Майя Ивановна. Разговорилась. Вечная память.